некоторые наши политики, особенно в правительстве, потеряли землю под ногами, или к ним приближается страх, который их не оставляет ни ночью, ни днем, Тереза наворованная. А то, что правительство и его участники наворовались и крепко, и за все придется отвечать, это очень важно. Третье, очень многие в этой стране, и которые других выселяют, я имею в виду правительство, понимают, что в этот раз уже сам народ не даст уехать. У нас образованный народ. И слава Богу, что не даст. За все в жизни надо платить. Почему я так говорю? Я никогда не считал чужие деньги и никогда их спокойно к ним относился. Сейчас слишком аморальная ситуация. При проклятом Януковиче ВВП было 180 миллиардов долларов. При тех, кто через слово говорят, это рука Москвы, и вы запроданцы, и все время разжигают самое страшное, это ненависть к богатым, чтобы отвлечь от своих процессов, где они просто тупо пилят деньги. Это приведет к тяжелейшим последствиям. В частности, я с ужасом увидел, что нет власти. Я не могу представить человека, занимавший министерские должности 5 раз, чтобы кто-то так в присутствии Кучмы или Ющенко, я повторюсь, разговаривал. Да, бандит Мартыненко ваш. Вы говорите как в таких случаях? Нет, бандит. Так говорите? Что значит? Дайте мне сказать. Так со мной еще никто не разговаривал. Я с вами буду так разговаривать. А мне наплевать, как вы будете со мной разговаривать. Вы выйдете отсюда, вон и наплевать вам тогда. Арсен Ильич, я призываю вас к вежливости. Я не согласен, что какой-то проворовавшийся министр, которого вся страна знает, что вот, которого вся страна знает, Шеридан Вайза, которого вся страна знает. Я не сомневаюсь, что вы знаете. Я закрываю заседание. Тварь последняя. Вот что. Артист, блядь, циркач, сволочь такая. А потом я И вы, говню, блин. Я не могу представить, что на Совет реформ, где сидит очень много серьезных людей, в том числе я увидел по телевизору и молодежи, и приходят в свитере и так себя ведут. Я знаю Арсена, наверное, с 2003 года, когда он вдруг резко появился возле нас. Вот резко. Привел его Петр Андреевич Ющенко. И они вместе не расставались все время правления Виктора Андреевича. Всегда знали, что во всех земельных, других вопросах, в бизнес-конфликтах Аваков, Кернес, всегда крыша была Петр Андреевич, о котором тоже большая слава, о его делишках. И вдруг я увидел Авакова, ну какой-то «Властелин колец», какой-то Рэмбо. Потом вспомнил его подмастерьев, ну, адъютантов Геращенко и Шкиряка, мне стало немножко смешно. Мне очень больно за Арсена. Мне кажется, он погубил свою будущую карьеру. И действительно он, наверное, много делал, но его объяснение и поведение — это похоже на истерику. Она не может быть у министра, тем более силово внутренних дел. Хотя у меня в голове, вы знаете, родилась очень плохая канва. Я должен ее сказать вам. Все сознательно. Во-первых, сознательно позвали Авакова. Он сознательно позволил себе прийти в этом свитере. Причину я вижу очень простую. Батальоны Нацгвардии, ни для кого не секрет, мы очень много помогаем волонтерам и логистике. Батальоны Нацгвардии обеспечены на 5 порядков лучше, чем батальоны регулярной украинской армии. И вооружением, и снабжением, и одеждой, и всем. Может быть, в голове у непрофессионального милиционера или силовика возникло, или у их политической силы возник вопрос, что
нам надо действительно иметь армию, и слова Саакашвили на это подталкивают. То есть они уже не боятся. Вот это уже тогда самое страшное. А то, что вопросов массы к правительству, я перечислю только одни. Посмотрите на этих кумиров. Пашинский с известной моей подругой Таней Черных просто украли с помощью МВД нефтепродукты на сумму 1 600 000 000 гривен. 1 600 000 000. Это знает вся страна. Это знает весь мир. Украли у честных инвесторов. Тихо продали. Пытались писать через армию. Не удалось. Это стоило афера уже голову многим офицерам СБУ и другим. Не раскрывается. Ответа нет. И деньги не возвращены. Только у тех, у кого украли топливо, не прекращаются налоговые проверки. Трудно подбирать слова. Железная дорога. То, что нашли при обысках, и то, что произошло, и то, что получило отражение в актах КРУ. Их неужели, я хочу, пользуясь случаем, просто заверить. Николай Гордиенко, который возглавлял финансовую инспекцию, это мой друг со старшего лейтенанта. Мы вместе работали, мы вместе дружили, мы вместе жили. Я знаю этого человека как облупленного. Он мне не врет. Так вот, прокуратура Украины возбудила, вдумайте цифру, 2070 дел. 2070 дел по этим актам КРУ, на многие миллиарды хищений. Что в ответ? Где расследование? Вот эти вот то рассказы в Фейсбуке и пресс-конференции. Мы, то, что сделал Иванчук, Мартыненко и другие, бизнес-среда уже смеется и комментирует. Но, видимо, они считают, что они умнее всех, и все равно надо тырить, а потом оно все, как всегда, у нас сойдет с рук и пропадет. Вы знаете, я никогда, с чего начал, тем и закончу, я никогда не считал чужие деньги. Но они пришли к власти, я видел во время Майдана, я не лез на Майдане на сцену. Хоть меня и Руслана тащила, и другие. Не пускали моего друга Колю Катеринчука, не пускали Зейналову и старой оранжевой команды. Люди ухватились и поняли, это их звездный час. За неимением лучшего Майдан их привел к власти. Скажите, как на фоне небесной сотни это само собой, а вот тех тысяч, если не десятков, которые погибли, в том числе от бездарности. Можно жить и можно смотреть, вставать утром и видеть свое отражение в зеркале. И как можно воровать? Это кровавые деньги. Я очень надеюсь, что в этот раз никто не убежит. Я уверен, что бизнес-среда поможет не убежать, а там много профессионалов. Я очень надеюсь, что если это издевательство правительства, в том числе с налоговым кодексом, понимаете, мы какие-то БББ занимаемся, а не занимаемся то, что, по мнению профессионалов, нам осталось полгода до хаоса. И в это время они продолжают, знаете, как мыши кололись, но ели кактус, но кактус зеленого цвета из долларов. Они продолжают, потому что остановиться нельзя, потому что многие, я смотрю на эти портреты, кого назначают и кто удобный, они никто, и звать их никак. У них нет истории в этой стране. Это приведет к одному. Протест будет, я не враг своей стране. Я буду поддерживать легитимно избранного президента. Он мой бывший побратим, но я не бегаю к нему никуда проситься. Но то, что серьезные люди и серьезный бизнес, которые не на словах патриоты, никуда не уедут, и не боятся всех штучек нынешних руководителей, боятся и устали. Если мы пойдем, особенно работодатели, на забастовку всеукраинскую, будет очень плохо. Мне больно слышать, как вся страна и сегодня кричит: нельзя принимать правительственный налоговый кодекс.
Нельзя опять за 5 минут на колени подписывать удобный бюджет. А правительство как будто не реагирует. Как будто они живут, и они одни, Богом избранные, знают. Этого не будет. Все в контексте с этим позором. Мне кажется, что сейчас Новый год потратят последние накопления, погуляют, а потом похмелье. А потом начнется вместе с платежками за коммуналку. Я не желаю никому плохого. В том числе и знаю и Авакова, и Саакашвили. Мое мнение, как и многих других украинцев, Аваков сорвался и вел себя недостойно, не по-пацански. Я очень об этом сожалею. Я ничего плохого не имею, ни к тому, ни к другому. Но найдите мужество ответить за свои слова и за все, что происходит. То заявление президента, премьера и спикера, оно смешно, оно для детского сада. Смеются все бизнесмены, все увидели. Мне больно смотреть президента Украины, вот так взявшись за голову, руками на официальном. Мне больно смотреть в глаза. Я видел по этой съемке кучу молодежи, которая не уезжает и верит в эту страну. А самое смешное, было больно и хохотание после вручения цветов, это смотреть на подгавкивание вот с того конца. Знаете, у нас в молодости было правило, наверное, Арсений Петрович в драках не участвовал, просто все забыли, как во время Майдана 2004 года он нас клеймил патриотические силы, будучи главой Нацбанка, что этот Майдан, это экстремисты и так далее. Он, видно, забыл, что когда идет драка, я ничего к нему не имею, у него прекрасная семья, я знаю, но когда идет драка, надо не стоять вот там и подгавкивать. Можно получить в дыню именно за подгавкивание. Это было не по-мужски, некрасиво. Вообще все, что происходит у нас, мерзко и некрасиво, и мне это больно осознавать. Перед нами вызовы. От нас устал Запад, у нас неопределенность, теперь новая с окончанием договора о свободной торговле, окончательным с Россией. У нас нет денег, наверное, что-то будет. И я призываю всех, кто слышит и для кого мое мнение что-то значит, поменьше махать флагами, а побольше обращаться к голове и думать, что нам надо объединяться, потому что некоторые могут вывести детей. И я в том числе. Я не уеду ни при каких обстоятельствах. Но не хочу уезжать. Я хочу, чтобы мои дети жили здесь. Потому что персонали типа а-ля Пашинский и компания слишком мелкие и незаслуженные, чтобы решать наши судьбы. Я имею в виду и бизнесменов, и политиков, и спортсменов, и деятелей искусства. Они доказали свою импотенцию, они доказали свою жадность на фактах. Пусть найдут мужество как-то начинать говорить правду и выходить из этой ситуации. Я, вы видели, никогда не вмешивался в эти процессы и не комментировал по-сильному, но, по-моему, настал момент истины. Все специалисты говорят, через полгода начнется хаос. Я не хочу хаоса. Я слишком долго создавал порядок в своих зонах ответственности, как я говорю. Вот такие дела.